Олег Владимирович Мельниченко. В этот день в городах и селах Чувашии проводятся различные культурные мероприятия и массовые народные гуляния. В республику приехали делегации из российских регионов, зарубежные гости. Кстати, они среди нас. Давайте поприветствуем наших гостей из регионов. Культурная программа этого года соткана из юбилейных дат праздничных мероприятий, таких как 25-й Всероссийский фестиваль народного творчества «Родники России», 15-й Всероссийский конкурс мастеров декоративно-прикладного искусства «Русь мастеровая» на призы главы Чувашской Республики и 5-й Всечувашский «Агадуй». А еще мы все сегодня станем свидетелями поистине исторического события. В год, объявленный главой Чувашской Республики Михаилом Игнатьевым годом матери и отца, тысячи лучших детских голосов нашей страны зазвучат над Волгой единым хором. Хоровое искусство с древнейших времен является средством объединения творческих людей. Оно способствует укреплению духовно-нравственных ценностей и взаимопониманию. Наш многонациональный регион, обладающий бесценным богатством и разнообразием культур, лучшее тому подтверждение. Для торжественного открытия праздника к микрофону приглашаются глава Чувашской Республики Михаил Васильевич Игнатьев, председатель Государственного совета Чувашской Республики Валерий Николаевич Филимонов, предоставляется главе Чувашской Республики Михаилу Васильевичу Игнатьеву. Эрегон, хизепле, шиннамырзем, хаклы ханазем, хаклы аджазем, эбизире, чундан черерен, паянхи уявба, республика кунебе саламладып, ырлых сыллых, таныш порныш, телей, юраду сунадып. Добрый день, дорогие друзья, дорогие наши гости, дорогие наши дети. Искренне и от всей души поздравляю вас с Днем Республики! Я рад
вас приветствовать на наших праздничных мероприятиях. Хочу выразить слова благодарности всем тем организаторам, которые нам доверили провести впервые выездное детское хоровое пение. Я сам впервые участвовал в Государственном Кремлевском дворце съездов, когда организаторы во главе с Павелом Анатольевичем, который находится у нас в гостях, в Государственном Кремлевском дворце съездов 1000 детей пели патриотические песни. У них была такая мощная энергетика. И все дети, которые сегодня будут петь на реке Матушка Волга, которая объединяет десятки регионов Российской Федерации и Приволжского федерального округа, мы почувствуем вот эту мощь и вот эту красоту. Прошу вас поприветствовать всех детей регионов Российской Федерации. Спасибо большое. Представьте, пожалуйста. На самом деле, хочу подчеркнуть, президент России Владимир Владимирович Путин перед нами, перед регионами, перед органами местного самоуправления ставит четкие задачи, чтобы мы ценили наши традиции, чтобы мы воспитывали наших детей в духе любви к своей земле, в духе любви к своей отчизне. И полномочный представитель президента Российской Федерации Михаил Викторович Бабич ставит четкие задачи всегда. И не только ставит, потом отслеживает. И на самом деле у нас вместе с вами в одной команде президента Российской Федерации получается. Но у нас есть все-таки еще потенциал и резервы, где мы должны использовать. Касаясь воспитания, обучения детей, мы многое с вами делаем. Я хочу выразить огромные слова благодарности нашим дорогим ветеранам, которые воспитывали не одну плеяду своих учеников. Эти ученики – продолжатели истории нашей любимой России. Эти ученики – продолжатели наших традиций. Наши люди говорили: нет традиции, нет истории, нет культуры, нет воспитания. Нет воспитания, значит, есть отдельные вопросы невежества. И вот, проводя эти праздничные мероприятия, мы убеждаемся в том, что наши люди живут в мире и согласии. Наши люди любят нашу отчизну. Наши люди воспитывают достойное молодое поколение на основе духовно-нравственных ценностей. Наше богатство – это вы, уважаемые граждане России. Наше богатство – это дети, молодые граждане России, которые занимаются и реальным сектором экономики, которые занимаются развитием культуры. Это сила мощная, добрая, которая толкает нас только на добрые дела. Хочется вас поблагодарить. Я люблю Россию, я люблю Чувашию. Мы любим Россию, мы любим Чувашию. Вы любите Россию? Не слышу. Вы любите Россию? Низкий вам поклон. Тем самым вы зажигаете сердца тысячи и тысячи людей. Вы поднимаете социальное самочувствие каждого человека и каждой семьи. Спасибо! У вас открытая душа и большое-большое человеческое сердце. Ура, товарищи! Слава! Спасибо! Благодарственное письмо и часы от главы Чувашской Республики вручаются Пожигайло Павлу Анатольевичу, директору некоммерческого партнерства «Всероссийское хоровое общество».
предоставляется председателю Государственного совета Чувашской Республики Валерию Николаевичу Филимонову. Дорогие ребята, участники детского российского хора, педагоги, родители, горожане, жители Чувашской Республики, от имени Государственного совета Чувашской Республики, во-первых, поздравляю вас с праздником республиканским, самым значимым праздником, Днем Республики. Ну и хочется сказать, что нам сегодня очень повезло, потому что уникальный коллектив детского российского хора в Чебоксарах. Творческие дети с разных регионов, они собраны в один коллектив. И хочу сказать, что хор – это уникальное явление, где одним дыханием, когда дети понимают друг друга, видят друг друга в глаза, они не умеют обманывать, они не могут фальшивить, они не на полтона, они делают то, что по жизни у них есть внутри. Это уникально. И, конечно же, мы понимаем, что счастливые дети, одаренные дети, они не могут не петь. И хочу сказать, что дети – это наше будущее. И как мы сегодня к ним, какие создадим условия для роста, для их таланта, конечно же, в будущем мы получим такую Россию. Так вот, сегодня, видя этот состав детского хора, уникального, который, уверен, сегодня мы все будем рукоплескать таланту этих детей, это будущее нашей России. И Россия в надежных руках, точно так же, как и Чувашская Республика. Мне кажется, будет уместно сказать сегодня: да здравствует Российская Федерация, да здравствует Чувашская Республика. Низкий поклон детскому российскому хору. Ура! Эргун, уяфет джибе. Дети, вы должны все выучить эти слова, потому что это первый ваш приезд в настоящую Россию. Столица – это столица, там, знаете, туристы ходят туда-сюда. Вот она, настоящая Россия. И, конечно, Кавказ. Вот здесь чеченцы, мы обязательно поедем в Грозный, все вместе вас пригласим. Поэтому запомните этот день, это очень важно. В вашей истории, в истории хорового общества, вообще в истории нашей страны. Запомните эти слова. Скажите «Эругун». Ну, скажите «Эругун». Молодцы. Вот так вся страна приветствует Чувашию. Вы знаете, спасибо огромное, потому что я сегодня уже говорил много раз. Первый раз я встретил такого главу региона. Вот многих видел в своей жизни. Потому что когда в декабре был концерт, и он был на этом концерте, то реакция на детей, хорошая, естественная, настоящая реакция, нас со всех потрясла. И вот мы здесь. Спасибо огромное, Михаил Васильевич, вам за ваше сердце, за это приглашение. Мы с удовольствием еще раз приедем. И в праздник я говорил, что я хотел пожелать всем. Конечно, и я, и все мои коллеги относимся к этим детям как к своим детям. У меня их 6, жду 7-го через 2 недели. Бог даст. Поэтому мы их любим как своих, ну как и все мы, собственно, да. И, конечно, вот символично, что в республике год отца и матери, но праздник не полный, потому что без детей как? Вот мы привезли вам детей. Теперь полный праздник. Счастья вам, здоровья и благополучных многодетных семей. Искренне вам всем желаем. Спасибо, уважаемый Михаил Васильевич, Валерий Николаевич и Павел Анатольевич. Мы вас благодарим и просим занять места в зале. Дорогие друзья, специально к этому празднику детским хором России и Чувашской государственной академической симфонической капеллой под руководством художественного руководителя и главного дирижера, народного артиста Российской Федерации профессора Мариса Яклашкина была подготовлена концертная программа.
которую мы предлагаем сейчас вашему вниманию. Гимн России. Музыка Александра Александрова, стихи Сергея Михалкова. Гимн Чувашской Республики. Музыка Германа Лебедева, стихи Ильи Тукташа. С чего начинается Родина? Музыка Вениамина Баснера, стихи Михаила Матусовского. Солисты Вадим Ракитин, город Екатеринбург, и Андрей Верижников, город Орел. Живущих в соседнем
«Жаворонок». Музыка Филиппа Лукина, стихи Ильи Малгая. Перевод Николая Евстафьева. «Пусть всегда будет солнце». Музыка Аркадия Островского, стихи Льва Ашанина. Солист Мисак Манюкян. Город Кострома. Всегда будет солнце.
Вместе весело шагать. Музыка Владимира Шаинского, стихи Михаила Матусовского. Детство – это я и ты. Музыка Юрия Чичкова, стихи Михаила Пляцковского.
14 минут до старта. Музыка Оскара Фельдсмана, стихи Владимира Войновича. Юрия Потиенко, стихи Егора Береста. Солистка Юлия Чеврасова, город Чебоксары. Пускай метели, пускай дожди,
Музыка Исаака Дунаевского, стихи Василия Лебедева-Кумача.